18 мая, в день памяти жертв депортации крымско-татарского народа, в центральной мечети Симферополя прошел поминальный молебен. Поминальный молебен транслировался в прямом эфире национального телеканала «Милет» и на радио «Ватан Седасы. Голос Родины». Присоединиться к молебну смогли также пользователи социальных сетей Facebook и Instagram. Kur'an-ı Kerim'den cüzler dağıtıp bir hatım endirdik. Bu Kur'an-ı Kerim'i okup çıktık. İşte bugün kısmet olsa orf ve adetimizge uygun bir şekilde bu Kur'an-ı Kerim'i hep beraber sizlerden geçmişlerimizin ruhlarına, sürgünlük kurbanlarının ruhlarına hatim edeceğimiz, dualar okuyacağımız. Ежегодно 18 мая в Крыму проводятся траурные мероприятия, посвященные памяти жертв депортации крымско-татарского народа. В городах и других населенных пунктах республики проходят церемонии возложения цветов к памятникам жертвам насильственного выселения. В мечетях Крыма проводятся поминальные молебны. В этом году, учитывая ситуацию, связанную с мерами по борьбе с распространением вируса COVID-19, муфтиатом Крыма было принято решение провести поминальный молебен в режиме онлайн. 18 мая для крымских татар – день скорби, день памяти и молитв за родных, близких, за тех, кто погиб в ссылке, тех, кто не дожил до счастливого дня возвращения на родину, а также за тех, кто вернулся и кому жить на родной земле. Зира Эмирсуин, Дилявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь.